без этого, вот как вот, без этого рыжего мастера нам не обойтись, конечно. Вот кот мой рыжик смотрит. Чуть-чуть поменьше получается. И чтоб рядом всегда тоже был рыжий кот. Я не знаю потом, как это вы будете находить, но это обязательное. Ты что, бешеная собака? Бешеная собака. Такие тулупные, так сказать. Ну что, пришли колеса, вернее, покрышки. Покрышки пришли на зимние, то есть. Пришли, но не поменял еще. И вот сегодня решили поменять. Ну, как без этого, вот как вот без этого рыжего мастера нам не обойтись, конечно. Он нас чему научит. И поменяем. Короче говоря, вот такие колеса будем менять. Два способа поменять. Первый попробуем одним способом, то есть ступицу оставим на месте, а второй со ступицей снимем. Ну, если нам понравится какой-нибудь из способов, потом вот и расскажу. Еще, в принципе, сейчас надо спустить баллон и вытащить вторую резину. Спускаем воздух. Это обязательное действие, потому что если не спустить воздух и снять колеса, тут колеса состоят из двух полудисков, и это чревато опасно. Это надо сначала спустить воздух. Колеса у нас камерные, то есть не без камерка тут камера стоит. Очень удобно то, что они на полудисках, потому что при разборке, разборке очень удобно будет. Дальше уже снимаем само колесо. Вот эти же, которые болты как бы соединяют два полудиска, они же являются креплением на ступице колеса. И думаю, вот этот элемент не очень. Надо попасть сразу как бы два полудиска в отверстие и одновременно же на ступицу, когда будешь это обратно бортировать. Вот этот сам, мне такое не нравится вообще. Надо, чтобы собрал и уже собранный сборы диск на ступицу можно было закручивать. Тут надо на ступицу, короче, попасть надо войти. Вот видите, один полудиск остался, один полудиск вот там остался, вот этот, вот, и второй здесь. И надо вытащить камеру. Достаем камеру. Главное, чтобы наш там рыжий мастер, вот видите, там под машиной не проткнул эту камеру своими когтями. Ну, в принципе, камера и есть. Теперь есть что-нибудь там, стрелочки всякие, нет? Рисунок, по-моему, универсальный, давай. Да. Без разницы как. Так. Ставим обратно уже в новую камеру. В
принципе, сложного-то ничего нету, можно обойтись и без шиномонтажки. Единственное, что когда рука не работает, то, конечно, проблема, чтобы помощник был. Так, теперь продеваем сосок. Сам момент этот очень. И нужно еще попасть вот на ту ступицу. Вот это неудобно, да? Да. Так-то не надо снимать ступицу и ничего. В принципе. Наверное, даже вторую так не будем же снимать ступицу, давай. Там просто она на шпонке. Так, крючок зачем? Вот совместили мы два полудиска, вот, и надо нам еще вот эти отверстия, чтобы совпали вот на ступице. Вот это самое как бы неудобный момент. Кот мой рыжик смотрит. Хотя бы, если попасть, то в одно отверстие, потом уже, наверное, будет легче давать. Угу. В принципе, по диаметру, по внешнему диаметру, я смотрю, да, колесо немножко поменьше, давай. Чуть-чуть поменьше, наверное. По внешнему. Так. Да, чуть-чуть поменьше получается. Вот так даже, да. Как бы даже и не на чуть-чуть давать. Угу. Не знаю, там на скорость как повлияет. Ну, сейчас посмотрим, короче говоря. Ну, уже все болты уже на месте. Осталось затянуть и накачать покрышку. Смущает, конечно, чуть-чуть поменьше, чуть-чуть она шире получается. Я не знаю, буду шоркать, нет, будет вот это пластмассовое крыло. Даже, наверное, второе колесо тоже не будем это снимать, ступицу. Зачем давать? Можно, да, это. Зачем это лишний труд там? Надо центральный болт, там вот эту ступицу открутить, она потом ступицей выходит. Она на шпонке. И так, ну, щадит довольно-таки, ну, крепко. И лучше вот этот способ, наверное, второй способ уже не будем показывать, наверное. Пошел воздух, друзья. Нашу камеру, наше колесо. Ну, качать сильно не надо, где-то до 1. Я пользуюсь передними колесами, что были 1, а задние 0,8. Но эти помягче колеса, я не знаю потом. Не показывает там сколько атмосфер. Один? Угу. Еще, наверное. Ладно. Ровно до единички. Что получилось? Все, одна сторона готова. Ну и аналогично будем менять, ну, так сказать, второе колесо. Не будем ничего уже. Нам понравился вот этот способ. Мы так думаем, что со ступицу даже не будем снимать. Единственное, такой небольшой совет, перед тем, как поднять, например, на чурки там или на домкрат, надо сначала вот болты эти сильно затянуты, ну, этих полудисков. И надо сначала их как бы тронуть с места, а потом уже спустить
колесо, воздух, то есть колеса, и поднять на чурку или на домкрат. А если вы хотите со ступицей, просто там есть центральный болт, откручиваете центральный болт, вытаскиваете ступицу, сборы с колесом, и уже так тоже снимаете эти болты, откручиваете, потом колесо. Ну, то же самое, в принципе. И думаю, даже так будет еще труднее собрать. Потому что сейчас, вот, например, ступица, она неподвижная, а так будет одной рукой у вас будет один полудиск, другой полудиск, а третьей руки нету, а надо держать ступицу. И получается вот этот способ, ну, лучше рекомендую вот такой способ, вот как у нас, как мы сделали. И чтобы рядом всегда тоже был рыжий кот. Я не знаю потом, как это вы будете находить, но это обязательное. Атрибут. Атрибут, да, обязательный атрибут. Ну, хочу еще что сказать, что между вот эти колеса чуть-чуть пошире, да, и между пластиком и колесом, вот на данном колесе где-то даже где-то около 2 сантиметров расстояние между крылом пластика и колесом. А так будет где-то всего миллиметра 3. Вот на том миллиметра 3. Я не знаю, будет мне шоркать, это уже действительно надо поездить, посмотреть. При поворотах можно, конечно, шайбу ставить железную, но у нас нету. Вот принципиально у нас сейчас будем проверять без шайбы. Колеса дуже космос. Пуктонс. Ну. Десяток поменяем, так еще вообще за 40 секунд будем. Форма одежды раз, форма одежды. Как на Формуле 1, да? Да? А там, да, как на пит-стопе.
Вот и все, друзья. Все закончили. Ну что, друзья, поменяли резину на колесах. И следующий шаг это уже будет испытание, так сказать, естественное для коляски в среде на улице. Это у меня прогулочная коляска Майра Optimus 2. Может кому-то пригодится из моих коллег, так сказать, по несчастью, собратьев по несчастью. Может кому-то это пригодится. Купил колеса. Колеса купил на Алиэкспресс. Если будут хорошо грести по снегу и никаких там сюрпризов не будет, я оставлю ссылку, чтобы вы купили. Ну, кто мог купить, купил. И главное там выбрать доставку, экспресс-доставку, потому что если выбрать доставку там почта или что там, например, колеса вот эти, эта пара стоила 3000, когда я заказывал, а доставка сама обходится в 7000. А так, если выбираешь экспресс-доставку, иногда такой нету функции. Я ждал целый месяц, когда появится, и вот появилась, я сразу заказал буквально, следил каждый день, и нормально, за 3000 мне пришло вот 2 колеса. Все, ждем испытаний, так сказать, будем говорить дальнейший отзыв. Все, я на улице. Сегодня, как и обещал, ну, при первом выезде, вот у меня колеса такие, ну, поменял. И будем сейчас испытывать сегодня. Обычно, даже если чищенная умка воет, давай выпустим умку. Ты что, бешеная собака? Бешеная собака. Убежала, да? Вот это да. Вот это бешеная собака. Напускай. Даже если почистили вот дорожки, да, а чистят очень хорошо, это Алексей, наш помощник, и он сестра тоже, видите, чистит. Тут хоть в самолет усадись. И немножко продавливает вот на старом колесе. Не мог я доехать до колодца, не мог буксуешь, там проваливается. А сейчас, думаю, с этим, не будет проблемы. Давайте будем проверять, куда я смогу съездить, а куда, сейчас Катерина меня поснимает немножко. Вот вроде бы чищенная, да. Сейчас с этим проблем вообще нету. Едет хорошо вообще. До колодца доезжаю. Разворачиваюсь сам. А здесь раньше вот эти колеса, летние колеса, они буксовали. Их продавливает. И потом буксуешь. А здесь нет, нормально все. Пускай даже чищенная. Я говорю, что вот летние колеса, О, небо и земля, друзья, небо и земля. Небо и земля. Я прямо, друзья, чувствую, как тянет. То есть не дает пробуксовку. Вот. Это с одной стороны и хорошо, что не дает пробуксовку, но с другой стороны, когда концевики на двигателе там настроены так, что если перегруз, они выключаются, это опасно, когда ты, например, с разгону встречаешь какую-нибудь преграду, которую не может преодолеть двигатель, ты можешь вылететь с кресла. Вот это очень минус большой. Вот так.
Вот сюда. Вот такие, друзья, ямки образует. Но все равно, он выбирается намного, так сказать, быстрее, чем вот на простой колесе. Короче, такие ямки он до земли не может выкопать и все равно не выберется бы, все равно. Я уже варежки другие одел. Хочу показать вот варежки еще. Там просили показать, в каких я теплых рукавицах езжу. Вот такие варежки. Ну, как вам? Они меховые такие, тулупные, так сказать. Очень... Рука, конечно, внутри очень... Ну, рукам тепло. Как я... Обзор варежек сказали сделать. А как я сделаю обзор варежек? Я не знаю, что показать. Вот мех, шубка там. О, обычные варежки. Тулупные называются у нас. Пачки пищи, покоми. Вот. Немножко с непривычки все равно берет такое, где-то градусов, наверное, 18 есть у нас. С непривычки, ну, холодно стало. Друг. Вот. Ладно. Ну что, вот такой обзор колес у нас. Так, вроде, видите, вот съезжаю на обочину, на прежних колесах выезжать уже было проблематично. А здесь очень даже нормально, хорошо. Вот. Я далеко сегодня не отъеду, конечно. Умка. Видите, я специально заехал, где там слабенький, ну, не твердый, нормально выезжает все. Ой, неудобно говорить, сейчас капюшон сниму. Короче, ну что сказать насчет колес. Колеса нормальные. Ну, лично для меня, ну, чувствуется, что действительно появилось улучшение, так сказать, в качестве зацепления об грунт. Ну, в частности, когда снег. Это очень, думаю, намного проходимее стала коляска. Вот так. Ну, в принципе, с ней-то мы в тайгу не увидим, конечно, но все равно. Иногда слезаешь, чуть-чуть колеса попадает, одно колесо, например, попадает вот на обочину, а там снег уже очень рыхлый, дорога не утоптанная, да, и сразу появляется пробуксовка одного колеса, и потом дифференциал же, потом другое колесо останавливается. Вот так. И коляска стоит. А теперь вот был там случай, конечно, там вот где я немножко покопался, но в принципе меня устраивает. Ссылку на колеса оставлю, у кого есть Optimus и как бы
думаю, можно порекомендовать вот эти колеса. Ссылку под видео в описании оставлю, где я покупал. Ну, потом уже зайдете и посмотрите, сколько стоит. Вот так. Ну все, обзор колес закончен. Всем пока, друзья.